Сегодня преступное российское руководство, российские преступные войска продолжают войну над ни в чем не повинным украинским народом и на территории Украины, совершая тяжкие военные преступления, убивая массовыми убийствами ни в чем не повинные старики, женщины, детей украинского народа, нанося ковровые, бомбовые, авиационные удары с воздуха, стирая с земли города, села вместе с мирными гражданами, применяя оружие из всех видов, которые они имеют в вооружении, запрещенное оружие против мирных граждан Украины. И это все происходит перед глазами мирового сообщества. Сегодня это геноцид, тирания, массовое убийство, военные преступления, пытки, которые они совершают на территории Украины. Это страшное военное преступление, преступление против человечества. Это преступление, она не только это сегодня происходит на территории Украины, это многовековая история российской проклятой империи зла, преступной империи зла, которая веками совершает такие тяжкие военные убийства массовые, геноцид, тирания, пытки и другие военные преступления над ни в чем не повинные народами, государствами, поглощая их, уничтожая, убивая. И это происходит по сегодняшний день. То, что мы видим на территории Украины. И это будет продолжаться до тех пор, пока весь мир не остановит этого проклятого российского руководства во главе с этим военным преступником, убийцам, который убивает стариков, женщин, детей сотнями тысячами он продолжает, этот российский тиран и убийца, преступник военный Путин и его преступные убийцы, которые выполняют преступные приказы войска до тех пор, пока они не будут привлечены уголовно-международные суде ответственности по международному военному Гаагскому трибуналу. И до тех пор, пока они не будут наказаны по всей строгости за совершенные и тяжкие военные преступления. То, что они сегодня тысячами убивают мирных граждан, украинцев, ни в чем не повинные, нарушая все законы, международные права человека и совершая преступления против человечества, безнаказанно российское руководство преступное продолжает эту войну. И это не должно продолжать дальше. И весь мир сегодня вместе, мировое сообщество, должны остановить и привлечь к уголовной ответственности и с корнем уничтожить эту империю зла, которая будет сеять это зло, совершать эти военные преступления, массовые убийства до тех пор, пока они не будут привлечены к международному суду уголовной ответственности. Поэтому сегодня весь мир, это руководители государства и лидеры всего мирового сообщества, они должны понять, что на Украине не остановится эта агрессия, это империя зла, это зло будет идти до тех пор, пока не будет остановлен и уничтожен с корнем. И я надеюсь, что настало время, что весь мир понимает прекрасно, что это перекинется на Европу, другие государства завтра. И придется плакать этим народам
и грозить своих стариков, женщин, детей, так же, как сегодня это происходит на территории Украины, над ни в чем не повинным мирным гражданам. Так же, как раньше это все происходило и по сегодняшний день происходит на территории Чеченской Республики Ичкерия, над ни в чем не повинным чеченским народом. Это продолжение, война, продолжение многовековое преступление, которое совершает российский агрессор, это империя зла. Многовековая, веками, который совершает тяжкие военные преступления, уничтожая ни в чем не повинные маленькие народы, поглощая и народы и государства, совершая геноцид, тиранию, массовые убийства, пытки, веками продолжает и до сих пор проводит эти преступления по всему миру над ни в чем не повинными народами. Поэтому сегодня решительность и действия совместные необходимы для помощи украинскому народу, для помощи чеченскому народу, для помощи всех народам угнетенных, которые без права, которые без всяких возможностей уничтожаются, убивают, и происходят тяжкие военные преступления над этими народами. Сегодня на территории Чеченской Республики Ичкерия 30 лет, последние эти войны, дух войн русско-чеченские, 30 лет совершает тяжкие военные преступления, убивает массовыми убийствами чеченский народ, старики, женщины, детей. 30 лет это продолжается. Последние вот эти две войны перед глазами мирового сообщества. И перекинулось это на Украину. И перекинется это дальше, до тех пор, пока мы вместе не остановим. И сегодня Чеченская Республика Ичкерия, чеченский народ находится в концлагерном состоянии, в агрессии, оккупации этого российского империи зла. Народ находится в заложниках Чеченской Республики Ичкерия, пытках, похищениях, массовые убийства по сегодняшний день. И ни один день не остановилась война последние 30 лет на территории Чеченской Республики Ичкерия. И весь мир молчал, и весь мир, закрыв глаза, с этой агрессией, русскими, российскими агрессиями продолжали какие-то отношения. Но сегодня весь мир понимает и видит, насколько опасен, насколько кровожаден, насколько коварен этот тиран и военный преступник, что он на Украине, на территории Чечни, на территории Украины не остановится и будет продолжать это и над другими европейскими и другими государствами всего мира. Их план прекрасно все знают, это империя зла, которая веками захватывает государство и стремится захватить весь мир и создать мрак и убийство и геноцид над мировыми сообществами. И это не должно произойти. И понимая ответственность перед своими народами, перед своими гражданами, перед своими стариками, женщинами, детьми, семьями, весь мир должен объединиться, оказать помощь украинскому народу, чеченскому народу, освободить от этого агрессора и наказать виновных именно с этим военным преступником, во главе который совершает эти тяжкие военные преступления с Путиным и который выполняет его приказы, руководство и военные, которые выполняют его преступные приказы, они должны быть привлечены к Международному суду, к Гаагскому международному военному трибуналу и наказан по всей строгости. И с корнем надо уничтожить это империя зла, которая совершает геноцид, массовые убийства и приносит мрак, страдания нашему миру. И не должно это сегодня дальше продолжаться. Весь мир это сегодня прекрасно понимает. Поэтому
И сегодня надо понимать и решительно оказать помощь украинскому народу, который сегодня совершает героизм, подвиг, отвагу и защищает свою родину, и показывает всему миру, что будет до конца стоять. И я надеюсь, мировое сообщество, и мы, чеченский народ, Чеченская республика, Ичкерия, чеченцы, мы сделаем все возможное, окажем всю помощь для победы украинского народа, для победы чеченского народа, для победы всего мирового сообщества. И враг будет наказан и остановлен. И эта империя зла должен с корнем быть уничтожен. Мы должны помнить исторические события двух войн русско-чеченских, которые отважно, героически чеченский народ Чеченской республики Ичкерии защищал свободу и независимость Чеченской республики Ичкерии всего мирового сообщества. Это не только последних двух войн. 400 лет Чеченская республика Ичкерия, чеченский народ стоит на передовом и защищает свободу и независимость всего мирового сообщества, воюя против этой империи зла. Сегодня только весь мир увидел, сегодня только весь мир понял, насколько опасен, насколько угрожает это агрессор, оккупант российский. А 400 лет чеченский народ сотнями, тысячами, старики, женщины, дети погибали, защищая народ, республику, Чеченской республики Ичкерии, а также всего мирового сообщества, международные законы, международные права человека, чтобы весь мир был свободен, чтобы не страдали народы другого мира, народа, чтобы другие народы, их матеря, не плакали, чтобы их отцы, братья, дети не были убитыми, чтобы это страдали, это геноцид не наступил на их земли, на их государство. Чеченский народ 400 лет стоит на передовом. И сколько мы не говорили, весь мир, закрыв глаза, по сегодняшний день это продолжается. Но сегодня начали понимать это прекрасно. Весь мир сегодня знает, что дальше это перекинется на Европу и другие государства. Чтобы этого не было, мы должны остановить и с корнем уничтожить эту империю зла. Это знамя чеченского народа, Чеченской республики, свободы, поднятые 400 лет защищает свободу и независимость. Это знамя свободы всего мирового сообщества. Поэтому мы сегодня в одиночестве против такой огромной машины, которую весь мир сегодня стряхнул, который весь мир сегодня увидел угрозу, опасность для всего мирового сообщества. Чеченский народ держит 400 лет в одиночестве, без всякой поддержки мирового сообщества, без всякой поддержки политической сферы, информационной, финансовой, идеологической, военной, без всякой поддержки. Миллионное население, где терялось сотнями, тысячами убитыми мирных граждан Чеченской республики Ичкерии. Мы должны правду сегодня принять. Мы должны сегодня смотреть и быть вместе так, чтобы больше не продолжался этот геноцид, эти военные преступления против человечества, которые совершает эта Российская империя зла. И без всякого сомнения, я верю, что это в ближайшее время произойдет, что мы вместе одержим эту победу. Мы должны помнить исторические события, вот этих последних двух войн, русско-чеченской, где они совершали такие тяжкие военные преступления, где было убито 350 тысяч ни в чем не повинных мирных граждан Чеченской республики Ичкерии, женщины, старики, детей, 350 тысяч, около 500 тысяч искалеченных, израненных, ставшими инвалидами мирных граждан Чеченской республики Ичкерии, от полученных ран, стариков, женщин, детей. Это геноцид, это тирания.
что надо увидеть нашему миру, государствам, вот, чтобы понять, чтобы увидеть, ну сегодня это с помощью Всевышнего Аллаха поняли, что это, насколько опасен это российский враг, это агрессор. И с помощью Всевышнего Аллаха сегодня весь мир вместе, в единстве, братстве одержит победу, и это скорбим, это зло будет уничтожено, и мир будет наш процветать, и мир будет наш развиваться в братстве, дружбе, в созидательстве, и приносить пользу нашему миру и нашим потомкам. Поэтому сегодня первую мы должны помнить события исторические в 1994 году, которые происходили на территории Чеченской Республики Ичкерия. Неравный, где маленький народ, миллионное население в одиночестве осталось против этой Российской империи, против страшной этой мощной империи, мощной империи зла, которая противостояла, воевала и одержала победу в Первую русско-чеченскую войну. В 1994 году независимое государство Чеченской Республики Ичкерия, когда мы начали строить отношения по всем мировым сообществам, братстве, дружбе, развиваться и приносить пользу для всего мирового сообщества, делать все возможное. Российские войска, российское руководство коварно напали войной на нашу землю, на нашу родину, на наши земли, на наших детей, женщин, стариков, убивая, уничтожая, нанося воздушные, бомбовые, ковровые удары авиационные, применяя все виды оружия, которые они имеют. И это весь мир помнит сегодня, эти события. Несколько сотен тысяч войск российских агрессоров окружил Чеченскую Республику Ичкерию, десятками тысячами военными техниками, со всеми авиационными оружием и надземными, они вошли в территорию Чеченской Республики Ичкерии. В 1994 году все помнят новогодний штурм города Грозного. Это героический подвиг чеченского народа, где одержал победу над этой империей зла. И был разбит полностью враг в течение недели в новогодний штурм, в который вошли в столицу Чеченской Республики Ичкерия, города Грозного. 10 тысяч российских солдат и офицеров вместе свыше с тысячи бронетехника вошли в город Грозный, стирая с лица все дома, здания, все, что впереди, вместе с мирными гражданами, тысячами убивая мирных граждан. Таким образом они совершали тяжкие военные преступления. Но чеченская вооруженная сила и бойцы, чеченский народ вместе, в единстве, стал на защиту, нанесли такой удар. Новогодний штурм у них провалился. Это 10-тысячная армия российских офицеров и солдат были в течение недели разбиты, уничтожены, разгромлены вместе с их военной техникой, которые были сожжены, разбиты и уничтожены. 8500 российских солдат, офицеров лежало по улицам, по кварталам в городе Грозном. 8500 за неделю убитыми. Тысячи было взято в плен российских солдат. Таким образом было полностью разбит этот штурм. Это была победа, это была действительно образцовый пример духа и военной отваги, героизма, где показывает всему миру, что народ будет защищать чеченский до конца свою столицу, свой народ, свою землю. И это будет до тех пор, пока чеченский народ
не освободиться от этого агрессора. После провала, развала, штурма ихнего, опозорены, униженные российские агрессоры еще сильнее начали сотнями, тысячами со своими войсками, оружиями наносить удары, стирать с земли все, что есть живое, неживое на территории Чеченской Республики Ичкерия. И война продолжалась 2 года, с 1900 по 1996 год. И это бесстрастная, коварная, жестокая война, которая именно от российских агрессоров, которые они совершали эти военные преступления территории Республики Ичкерия, мы смогли, чеченский народ, вооруженная сила Чеченской Республики Ичкерия, такую мощную операцию провести, освободить республику от этого агрессора, нанося им такой удар, где сокрушительный, где им оставалось только опозоренно выйти из территории Чечни. За 2 года войны российские агрессоры, оккупанты, российские войска потеряли на территории Чечни республики убитыми около 50 тысяч российских солдат, офицеров и десятки тысяч бронетехник. За 2 года, с 1994 по 1996 год, весь мир это помнит и знает прекрасно. И сегодня делают все возможное, сегодня показывают, как будто ничего не происходило. И это событие, это историческое событие, будет навечно веками оставаться в истории человечества как образцовый пример, что больше никогда ни одному тирану, ни одному военному преступнику не пришло в голову совершать такие военные преступления над другими народами. И мы сделаем все возможное, чтобы они были привлечены к уголовной ответственности по международному законам на международном суде, в Гаагском международном военном трибунале, и по всей строгости они получили наказание за убитых этих двух воинов русско-чеченских, за убитых ни в чем не повинных женщин, стариков, детей, 350 тысяч чеченских мирных граждан, ставшими инвалидами, без рук, без ног, около 500 тысяч ни в чем не повинных стариков, женщин и детей чеченских граждан. Они ответят, и мы не простим никогда этим военным преступникам, которые совершали это преступление, этому руководителю, преступнику Путину и этим преступникам, которые выполняли приказы преступные, военные приказы этого преступника. Они должны быть наказаны, они должны и за Чечню, и за Украину, и за другие народы, и за те страдания, и за то зло, которое сегодня они приносят нашему миру, быть должны наказаны и вместе с мировым сообществом уничтожить это зло на веки веков. Я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время. Я желаю братскому народу Украину, который проявляет героизм, подвиг, отвагу, защищая свою родину, скорейшей победы и мирное процветающее небо над землей Украины, а также всему миру добра и процветания нашему миру. Желаю скорейшей победы по всем мировым сообществам, чтобы восторжествовалась справедливость, восторжествовалась правда, и жили вместе мировое сообщество, принося пользу для нашего мира. Вся хвала Всевышнему Аллаху, альхамдулилля, рабби, аламин, Аллаху Акбар.